Если честно, я очень боялась Олимпиад. Самое поразительное открытие, что ты сделала в своей жизни? Люди сдаются от шага к успеху. Если хочешь, все возможно, в принципе. Цените и любите себя. Всем привет! Вы смотрите вашу любимую рубрику «Гордость школы». Сегодня у меня в гостях олимпиадник, президент клуба Айко, человек с активной жизненной позицией, Якшеева Надежда. Всем привет! Первый мой вопрос – это как ты сама себя идентифицируешь? Я интересный человек, со мной есть о чем поговорить. Я считаю, что у меня широкий кругозор. Я люблю людей. С чего начался твой путь в олимпиаднице? Если честно, я очень боялась Олимпиад, боялась пробовать. А потом как-то так сложилось, что я пошла на Олимпиаду по литературе, и в итоге я показала неплохой результат, и меня это замотивировало. И сейчас я стараюсь участвовать в Олимпиадах. Что заставляет вот снова и снова, изо дня в день, и из года в год участвовать в олимпиадах? Олимпиада — это прежде всего, на мой взгляд, шанс показать себя и показать свои знания. Поэтому, если у тебя есть желание, то остается только делать. Получается, вы создали интеллектуальный вот клуб олимпиадников Айко. Расскажи о нем. Как вот пришла идея создать? Да, идея пришла, она была рядом всегда. Просто мы ее заметили в нужный момент и нас поддержали. Мы как-то сидели и думали с Колей, это моя правая рука, какую же идею взять нам на зимнюю сессию. И в итоге решили что-то связанное с олимпиадами. И наш проект — это такое место, где тебя поддержат, где тебе скажут: ты молодец, у тебя все получится, в олимпиадах участвовать здорово. Вот такой у нас был смысл в этом проекте. Как вот все там изнутри происходит? То есть вы просто собираетесь или... Ну, расскажи просто, что вы делаете. Может, у вас есть какой-то методический план подготовки? Угу. Ну, у нас есть, скажем, определенный подход к детям разного возраста. Если это, допустим, шестиклассники, и участие в олимпиадах для них что-то не особо интересное, мы стараемся преподносить материал как-то интересно для них, то есть в развлекательном формате, не скучно. Мы собираемся, получается, проводим лекции, рассказываем, знакомим с предметом, какие есть сложности, трудности, как с ними справляться и, в общем, как участвовать в олимпиадах успешно. Вы работаете с детьми вот каких возрастов? Ну, получается, с 5 по 9 класс. Какие вот вы предметы преподаете? Кто у вас вообще в учителях ходит? Математика, русский язык, возможно, добавим литературу и остальные предметы. Если у нас появятся опытные олимпиадники, ребята, которые захотят учить детей. Учат у нас такие же, как мы, с опытом большим за спиной. Они просто сами приходят, говорят: мы хотим учить, мы хотим помогать развивать клуб. Ну и так и происходит. Чем ты занимаешься в свободное время? В свободное время я люблю проводить его в одиночестве. Мне нравится смотреть фильмы, мне нравится слушать музыку, играть музыку. Очень стараюсь играть в игры, но у меня не особо получается.
Я от силы могу посидеть час, и все. Больше я не могу. Ну и я провожу много времени с семьей. Такой вот вопрос может поставить тебя в тупик, но как все успеть? Как все успеть? То есть быть и олимпиадником, и где-то участвовать в каких-то, ну, не знаю, вот во всем, чем ты участвуешь, и как это все вот успевать совмещать? Если хочешь, все возможно, в принципе. Нужно грамотно распределять свое время, иметь график и желание. Я знаю, что ты ходила, возможно, ходишь до сих пор в Дом музыкантов. Ходила. Угу. Расскажи, вот как пришла, почему ушла? Мне нравится металл. Такая тяжелая музыка в целом. Я ценитель. Поэтому захотелось играть. Начала играть я года 2 назад. Мне подарили гитару. Я на ней играла, потом захотела играть на электрической гитаре. Меня отдали в этот дом музыкантов. Я там занималась, была в лагере летом, и мне все понравилось. Перестала туда ходить, но игру не забросила. Расскажи о своих, возможно, планах на будущее, если это не какой-то там тайна мирового масштаба. Какие у меня планы? Самое главное – это жить так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Планы на будущее. Я хочу найти свою профессию, реализоваться там. Да и через 10 лет я вижу себя успешным человеком. Что значит успешный человек? Ну, не обязательно там звезды с неба хватать, жить на 105 этаже. Нет, это в первую очередь быть счастливым, быть там, где тебе хорошо, работать там, где тебе нравится, в свое удовольствие. Вот так. Олимпиады выходят за рамки школьной программы? Определенно, на мой взгляд. То есть, если тебе очень нравится предмет, и в школьной программе ты преуспеваешь, у тебя появляются успехи, и тебе недостаточно этого, ты хочешь лучше знать этот предмет, Олимпиада как бы в этом поможет, углубить свои знания. Именно на этапах повыше, когда пишешь там региональную и всероссийскую, то есть по уровню повыше, то да, там проверяются твои знания в этом предмете очень-очень глубоко. Там вообще много чего можно узнать. Какое качество ты ценишь в людях? Искренность. На самом деле искренних людей не так уж и много. Они могут притворяться ими. А вот по-настоящему искренних людей я очень редко встречала, если честно. Поэтому я ценю это качество. Назови свои положительные и отрицательные качества. Я считаю, что я заботливая, искренняя, добрая. Из отрицательных качеств я все принимаю близко к сердцу. Ты сказала, что ты проводишь свое свободное время в одиночестве. Считаешь ли ты себя одиноким человеком? Либо одиночество для тебя это прям такой кайф? Почему быть одним считается чем-то плохим? Я считаю, что я не одна, я сама собой. И я довольно интересный собеседник. Мне не скучно, 'с собой. Мне нравится проводить время с собой. И
Почему я так думаю? Это очень важно любить себя. Потому что с самого рождения и до самой смерти человек, который никогда вас не предаст, никогда вас не бросит, это вы сам. Поэтому цените и любите себя. Не бойтесь потерять людей, потому что у вас всегда есть вы. Считаешь ли ты себя гордостью школы? Почему нет? Если меня считают гордостью школы, зовут на съемки, значит, я этого заслуживаю. Вот, мне кажется, у каждого человека есть такая фраза, либо слово, которое заставляет его изо дня в день двигаться дальше, не опускать руки. Есть у тебя такая фраза? Так, откроем словарь. На самом деле у меня таких фраз очень много. Люди сдаются от шага к успеху. Это не точно сказано, но смысл, в принципе, понятен. Вот ты очень устал, у тебя что-то не получается, и ты уже измотался по-разному. И люди опускают руки именно тогда, когда вот оно, чего ты хотел, для чего ты трудился, потел. И это так меня вдохновляет. То есть ты добьешься своего, если ты к этому идешь, рано или поздно. Дошла ли ты до того, к чему ты идешь? Ну, у меня есть глобальная цель, о которой я сказала, реализовать себя в будущем. И маленькие цели каждый день. Встать с кровати – это цель. Если я встаю с кровати, я себя хвалю. Поесть перед тем, как пойти в школу. Если я это сделала, я молодец. Ну и так по каждой мелочи в течение дня. И складывается впечатление, что я такой молодец, я сделала все, что я хотела, и я горжусь собой. Ты от лица нашей школы участвовала в дебатах. Да. Расскажи про дебаты, как они помогли тебе, помогли ли вообще чем-то? Я люблю играть в дебаты, потому что в этой игре нет проигравших. Есть только более убедительные. И вот эта игра развивает скиллы, очень много скиллов. Самое главное для меня – это презентовать себя, разговаривать с людьми грамотно и прокачивает уверенность. Чем отличается мечта от цели? Мечта – это когда ты даешь волю своей фантазии и придумываешь себе идеальный мир с идеальными условиями для себя. И представляешь себя в нем. А цель – это как установка. То есть я должен сделать это, я должен сделать это, я должна добиться этого. Это как, я не знаю, как работает, наверное, мозг. Он думает, мне надо сделать шаг, и ты делаешь шаг. Есть разница. Какой для тебя идеальный мир? Идеальный мир – это для меня такая утопия, скажем. Люди друг друга понимают, нету никаких войн, нету преступников, все идеально, все прекрасно, нет никаких ссор, конфликтов. У всех есть свое мнение, но все свободно выражаются, никто никого не осуждает. Если у тебя была возможность выбрать себе суперспособность, что это за способность была бы? Я бы хотела уметь летать и уметь телепортироваться. Летать, потому что это свобода. Ты можешь полететь куда хочешь, тебя не сдерживают никакие границы, рамки. Ты полетел, и все, летаешь себе, смотришь вниз, а там так красиво. И вторая способность – телепортироваться. Наверное, очень удобно было бы иметь такую способность. Можно путешествовать по всему миру.
в одно мгновение. И везде все успевать. Вот ты сказала, что суперспособность для тебя самое лучшее — это летать и телепортироваться. Если у тебя сейчас была бы возможность посетить, ну вот просто уехать куда-то, куда бы ты уехала? Я бы хотела побывать в Японии. Такое сказочное, уютное место для меня. Я бы хотела поближе познакомиться с культурой, с людьми и пожить там. Мне нравится эстетика. Ну, то есть, как там вообще? Пейзажи, даже просто какие-то постройки. Самое поразительное открытие, что ты сделала в своей жизни? Если человек вам не пишет, значит, он не хочет. Ну, потому что это правда. Если ты хочешь кому-то написать, и ты занят очень сильно, ты все равно найдешь какую-то секунду лишнюю и напишешь. А если человек не находит, то не пытался. И значит, он выбирал не тебя, а что-то другое. А сейчас у нас в эфире Блиц-опрос. Так, назови 5 вещей, без которых не обходится твой день. Плотный завтрак, музыка, уход за собой. Это прям очень важно. Если что-то не будет, день пойдет не так. Семья. Я люблю общаться с семьей. Для меня это очень важно. И 5. Настрой. Вот нужно проснуться, сказать себе доброе утро, будет сегодня хороший день, я должна столько-то сделать и настроить себя позитивно. Любимый музыкальный жанр? Металл. Что смотрела последним на ютубе? Сейчас. Тренировка Хлои Тинг на пресс. Какой фильм посоветуешь каждому? Посмотрите фильм «Украсть прощальное утро» цветами обещания. Такую прямо трогательную. Заставляет задуматься. Как проводишь свое утро? Обязательно ем, ухаживаю за своей кожей, растягиваюсь, если есть желание. Собираюсь не спеша. Это самое главное. Если буду спешить, то мне не нравится спешить. Люблю приходить вовремя. И закончи интервью 3 словами. Умейте прощать и дружить. Всем спасибо за просмотр. Мы надеемся, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о выпуске в комментариях. Всем пока!